15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. И именно эта дата на протяжении 35 лет отмечается как День памяти погибших воинов, исполнявших свой интернациональный долг. 9 лет шла кровопролитная война на афганской земле. Ввод советских военных подразделений нес одну цель – урегулирование конфликта, в котором в общей сложности погибло более 15 тысяч человек. В числе интернационалистов были уроженцы Абхазии, на тот момент военнослужащие советской армии. Мурман Бганба был в числе призванных на службу в 1979 году. После 3 месяцев службы в Казахстане он оказался среди тех, кого перебросили в воюющий Афганистан. Ну, мы ночью попали туда, значит, на поездах нас взяли, Термезе, а с Термеза туда нас перебросили в Афганистан. Мы там служили. Со мной были Отар Палаванзия, Сурцум Иосиф, значит, он бедный умер, Блабовцы, братья. Очень многие ребята, значит, находились с нами рядом, прошли войну и с ранениями, и без ранения, которые приехали. Ну, война как война, но непривычно было. Первый раз, ну, когда молодые, как говорится, это 18-19 лет, а потом, как говорится, попасть и такое видеть, тем более в мирное время. У нас было 15 человек, и все из 15 все вернулись, значит, в нашей группе, да. Мы в одном месте были в Каменногорске, и всех нас забрали туда. Свыше 300 уроженцев Абхазии были участниками афганской войны. На поле боя сложили головы 16 героев. В честь памяти павших у памятника российским миротворцам состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, интернационалисты, представители абхазских и российских организаций и силовых структур, общественность. Этот день для всех, кому далекий Афган, стал не только полем битвы, но и школой мужества, началом великого воинского братства. Всего в период с 1979 по 1989 годы в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан приняли участие свыше 300 наших соотечественников, уроженцев Абхазии. Среди них и прославленные военачальники Вооруженных сил Республики Абхазия, такие как Владимир Георгиевич Аршба, Мираб Борисович Кишмария, Виктор Шаликович Какалия и многие другие. Совсем юные, без должного военного опыта солдаты выполняли боевую задачу. Воины-интернационалисты сегодня – это живой пример героизма, гражданственности и патриотизма, сказал в своем выступлении глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. В этот день мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и 1,5 миллиона российских соотечественников, принявших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах, и 25 тысяч российских военных отдали свои жизни, исполняя служебный долг в различных точках земного шара – в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике и Анголе. Председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана Даур Цылуки в своем выступлении сказал, что участие в боевых действиях в качестве воинов-интернационалистов дало абхазам бесценный опыт, который пригодился в период Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня отмечаем 35-летие вывода войск из Афганистана. Это не праздник, это память о тех, кто в разные годы, выполняя свой служебный долг в Республике Афганистан, провели все, как была поставлена задача. Те, которые остались на полях сражения в Республике Афганистан, вечная им память. Всего в афганской войне принимали участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольно-наемных граждан СССР. Вывод войск из страны ознаменовало для Советского Союза окончание войны. Асида Малия, Иналгвинджа, Абхазское телевидение.